Я родился 27 апреля 1990 года в семье простых рабочих, да, ну, грубо говоря, средняя семья была у нас, получается. Госслужащие у меня родители были тоже в свое время, ну, такие советские люди, сейчас им уже, то есть они родились в послевоенное время сразу, то есть им сейчас по 70 с лишним лет уже, то достаточно возрастные, да, родители. Сам я родился в городе Якутске, здесь родился, вырос, закончил школу, и образование получал я в Центральном вузе. То есть я в городе Екатеринбурге учился, также учился в Санкт-Петербурге, учился в Москве, то есть у меня несколько образований, да, то есть юридическое у меня образование и по управлению менеджментом. В настоящее время являюсь юристом по образованию, да, но также я являюсь предпринимателем. То есть у меня своя компания юридическая, я занимаюсь помощью людям в решении их проблем. Основное направление – это кредитные вопросы, в том числе банкротство физических лиц, ну и так далее. Ваш юрист, компания, она существует с 2014 года. Вначале я занимался защитой прав потребителей, такими гражданско-правовыми вопросами в основном, да. Редко были такие дела в арбитраже, то есть редко занимался сопровождением юридических лиц компаний. А потом в 2015 году был принят закон о банкротстве физических лиц. То есть данный закон позволяет списать долги по кредитам, по налогам, по ЖКХ и так далее. Да? И с этого момента я нашел компанию «Кредитный юрист». Это федеральная компания, она находится в Санкт-Петербурге. Я с ними созвонился, и мы стали сотрудничать. И с 2015 года я являюсь руководителем якутского филиала «Кредитный юрист» и также являюсь владельцем компании «Ваш юрист». В настоящее время работаем достаточно успешно, являемся одними из лидеров данного направления в республике. Вообще работаем по всей России. Навык – это нечто приобретенное, да, путем многих повторений, каких-то тренировок, усилий, да, то есть это превращается в навык. То есть навык вы уже используете легко, поэтому я считаю это очень важно, да. Но помимо этого, конечно, необходимо все по чуть-чуть, да, то есть там и талант необходим, везение где-то тоже необходимо, да. Но самое главное, я считаю, нужно действовать. То есть чем больше усилий и действий, тем больше успеха. То есть есть такое понятие, человек может действовать. Есть например, люди, которые мало действуют, но очень умные люди, да. Такие философы, там, да, ученые, они обычно бывают не очень успешны в жизни. Почему? Потому что они мало действуют, действий очень мало. А есть люди, которые не особо одаренные, да, то есть там не особо умные, может, в школе плохо учились, да, там как-то и образование особо не получали, да, но они очень много действуют. И я считаю, и такие люди зачастую добиваются успеха больше. Я считаю, в этом залог успеха, именно в действии. Не боясь, нужно действовать, потому что я являюсь предпринимателем, я сам на себе понял, что бизнес и предпринимательство – это риск. То есть либо ты идешь в гору, подъем у тебя, либо крутой спад, да? То есть тут одно из двух, третьего не дано. То есть невозможно быть таким, грубо говоря, всегда американские горки в бизнесе. То есть не может быть, вообще в мире все так происходит же. Все развивается, все растет, растения растут, люди растут, да, дети растут. Такого не бывает, что стоит все на месте в замороженном виде. Поэтому все равно либо вниз, либо вверх происходят какие-то движения. В первую очередь, наверное, буду говорить со своей точки зрения, то есть каким руководителем я являюсь, да. Руководитель должен быть в первую очередь справедливый, да, понимать, что обмен должен быть равнозначный, то есть необходимо не только требовать, просить, да, но взамен что-то давать нужно людям. В этом случае, я думаю, такой мягкий подход такой, да. Например, я приведу пример. Такой автор есть известный, Дейл Карнеги, да. Он приводил такой пример про шахтеров. Идет руководитель, да, один пример и второй, да. Идет руководитель, и шахтеры без касок стоят.
Он подходит им, говорит: вы что без касок стоите, да, наругал их, быстро одели каски. И не объяснил, зачем, почему. Что происходит? Он уходит, руководитель, они сразу же эти каски снимают и еще вслед ему плюют. И такими последними словами его покрывают, да, за спиной. Ну, соответственно, не слушают его, да. Второй пример, это вот он идет тоже другой руководитель, подходит к этим шахтерам, да, например, они без касок стоят. И он объясняет, зачем необходимо носить каски. То есть, смотри, шахтеру говорит, да, вот представь, сейчас произойдет обвал или упадет какой-то камень тебе на голову. Все, ты получишь травму, не сможешь работать, потеряешь доход, твоя семья, детям будет нечего кушать. В итоге все пострадают из-за такой мелочи, из-за того, что ты там не одел каску. Вот он объяснил этому человеку, тот такой: да, ничего себе, действительно, да. И он никогда больше каску не снимал, этот шахтер. И все эти сотрудники, все это услышав, тоже начали носить каски. То есть подход, опять же, да, то есть руководитель должен не просто требовать, да, то есть он должен сотрудникам объяснять, почему, показывать цель, куда они идут, показывать будущее какое-то, да, то есть быть действительно лидером. То есть люди должны быть уверены, что, идя за ним, они придут к своим целям. То есть цели компании, цели самого руководителя, цели сотрудников, они должны быть, как сказать, согласованы между собой, примерно одинаково, да. Тогда данную компанию, данную группу, да, вот, ждет успех. Вот сейчас ждем лифт, поедем на 2-й этаж. Там у нас находится консультационный отдел. Как раз все новые клиенты, которые к нам приходят, они именно получают консультацию в этом кабинете. Вот. Немного пообщаемся с сотрудниками, расспросим их, как проходит их день. Так. Вот у нас здесь 215 кабинет, здесь происходят все консультации. Мы здесь консультируем новых клиентов. Давайте пройдемте туда, посмотрим. Всем доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Все хорошо. Приветствую. Здравствуйте. Так, вот, это наш отдел консультационный. Мы здесь консультируем наших новых клиентов. Вот. Кстати, между прочим, в прошлом месяце ребята перевыполнили план и поставили рекорд абсолютный. То есть за всю историю компании таких показателей не было. Молодцы. Так, Николай, как у нас дела? Николай Алексеевич, все хорошо. Готовимся к собранию. Все в рабочем режиме. Сейчас будем тоже проводить координационное собрание между сотрудниками нашего отдела. Все в рабочем режиме, все позитивно настроены, готовы к работе. Ну, отлично, хорошо. Отлично. Вот, кстати, у нас, видите, полностью стоят экраны, есть септики на столах. Вот. То есть клиенты, когда к нам придут, они будут чувствовать себя в безопасности. Сейчас мы поедем на 10-й этаж, там у нас находится производственное отделение, то есть вся работа происходит именно там. И я там прям покажу вам, как происходит предоставление наших услуг, как работают наши юристы, как работают менеджера все. Вот. Финансовое отделение тоже там находится. Вот здесь у нас наш кабинет. Вот наш кабинет, 10:09. Всем доброе утро. Доброе. Так, ну, наверное, начнем с самого любимого места сотрудников. Это наша кухня. Вот. Здравствуйте. Кирилл, доброе утро. Здесь у нас, вот, получается, сотрудники обедают. Здесь сразу же могут видеть, это организующая схема компании, то есть тут вся структура компании видна. То есть они обедают и видят, как выглядит наша компания изнутри.
Также у нас вот есть кофемашина, микроволновка, чистая вода. То есть все удобства для сотрудников имеются. Здравствуйте. Вот у нас здесь даже график, кто поливает цветы, кто убирается, то есть кто дежурный. То есть мы стараемся держать кабинет в чистоте и порядке. Так, ну давайте дальше пойдемте. Вот, у нас здесь получается, здесь у нас работают помощники юристов, они занимаются первичной консультацией клиентов, которые уже заключили договора. Доброе утро. Так, здесь у нас находятся сотрудники, которые занимаются сбором документов. Вот, то есть сбор документов производим мы сами, да, вместо клиентов, поэтому вот очень много зависит от этих людей. Пройдемте дальше. Доброе утро. Доброе утро, Семен. Как дела? Так, здесь у нас находятся юристы, которые ходят в суды, защищают интересы наших клиентов. Давайте немножко узнаем. О, Максим, доброе утро. Узнаем немного о делах. Семен, расскажи, пожалуйста, как вот проходит у тебя день, чем занимаешься обычно? В первую очередь мы работаем с консультацией клиентов, отвечаем на вопросы, также готовим документы для суда и готовимся к судебным заседаниям. И идем на судебные заседания, допустим, я иду на оспаривание сделок, главное здесь правильно подготовить документы. Отлично, спасибо, Семен. А сегодня есть суд у вас? Сегодня должна быть обоснованность 20, но я не уверен, там судья вроде бы заболела, но мы это уточняем. Ну, судьи тоже люди, иногда болеют. Ладно, спасибо. Всем удачной работы. Так. Здесь у нас... Доброе утро. Доброе утро. Здесь у нас финансовое отделение. Здесь у нас находится бухгалтерия, то есть все, что связано с финансовой частью компании, находится здесь. И также здесь у нас руководитель производственного отделения находится, Екатерина Скрябина. Доброе утро. Давай немножко пообщаемся, да, с Екатериной. Расскажи, как проходит твой день обычно, вообще, все ли хорошо у нас? Да, у нас все хорошо. Производство — это, конечно, отдел, где нужно делать все быстро, поэтому на данный момент мы усиленно готовимся к судебным заседаниям. У нас сегодня прямо будет, да, поэтому подготовка идет. Я проверяю отчеты моих юристов. Все нужно сделать вовремя, быстренько. Всегда в суете, но мы успеваем, все хорошо. Ну, отлично, отлично. Круто. Спасибо. Спасибо. Вот у нас тоже в данном кабинете тоже есть экраны защитные, все сотрудники в масках. Когда клиенты приходят, обязательно выдаем маски, антисептики. То есть у нас предусмотрена полная безопасность, да? Ну, все это, естественно, в связи с ковидом. Вот у нас даже бактерицидные лампы установлены везде. Ирина, немножко расскажи, пожалуйста, нам тоже про деятельность свою. Как у тебя день проходит? Обычно чем занимаешься? Здравствуйте, меня зовут Ирина Алексеевна, я менеджер клиентского сервиса. Моя день начинается с телефона звонков и ответа на WhatsApp. Также в течение дня я анализирую документы, консультирую клиентов и, соответственно, отвечаю на телефонные звонки и на WhatsApp. Отлично, спасибо, Ирина. Это очень важная часть работы на самом деле, то, что здесь происходит. То есть, еще раз повторюсь, здесь происходит полностью производство, предоставление услуг. Вот. На сегодняшний день сотрудники в отпусках находятся, приближается лето, поэтому как бы сезон отпусков, именно поэтому не все сотрудники есть сегодня. Вот так у нас проходит рабочий день. Начинается, то есть день, я с каждое утро начинаю с обхода всех кабинетов. Вот. Ну, все сотрудники, конечно, хорошо работают, все очень профессиональные, но всегда нужен контроль. Я как руководитель должен этим заниматься ежедневно. Вот. Получается приятное с полезным. Вот ходьба по лестнице тоже это очень, на самом деле, полезно для здоровья.
проходите. Вот это мой кабинет. Получается, здесь я нахожусь ежедневно. Вот. Мое утро начинается, рабочее утро. Я примерно прихожу в 7 утра на работу в офис, сажусь, начинаю планировать свой день. Вообще я планирую день, неделю и месяц. И более того, даже у меня есть стратегическая сессия, я в принципе планирую на год вперед. Вот. Это очень важно для системной компании, для компании, которую я хочу создать, да, в будущем. Это очень важно. Вот. И это же как раз помогает именно в предоставлении качественных услуг. То есть если этого всего не будет, соответственно, наши клиенты будут недовольны. Конечно, у нас есть шероховатости, но мы над этим работаем. Вот вы как видите, наверное, у нас компания достаточно крупная, все сотрудники на местах работают. Вот. Нам не надо забывать про наши планы, про то, что мы делаем, про нашу миссию компании. Да? Необходимо ежедневно усиливать, да, контроль. Вот. Сейчас как раз у нас сотрудники в отпусках находятся, поэтому немножко надо нам поднапрячься, руководителям, да? Вот. Но ничего, скоро они выйдут с отпусков. Вот. Также не забываем про эпидемиологическую ситуацию, да, в стране, вообще в мире. Поэтому нужно нам усиливать тоже защитные моменты. То есть, вот. А так в целом хорошо. Как всегда, все работает в штатном режиме. Да? Опять же, да, вот возвращаясь к лидерству, да, к управлению, многие думают, что все зависит от одного человека. То есть, один в поле не воин. Какой бы ты ни был руководитель крутой, да, ты не сможешь воплотить свою идею в жизнь без команды. В любом случае нужна команда сплоченная, активная, да, целеустремленная, люди единомышленники должны быть рядом. Только тогда можно достичь небывалых высот. Командная игра необходима. Пример из жизни, да, вот именно без командной игры, да, вот я много видел предпринимателей, людей, да, вот, в своей жизни, которые пытались сами все делать без команды, то есть никому не доверяли, да, то есть всегда как-то думали, что они лучше все справятся со всем. И в итоге они не могли добиваться сверхрезультата. Они доходили до определенной точки, вот, и роста не было потом. А пример, например, командной игры, да, командной работы, это уже в основном крупные все предприниматели, миллиардеры, успешные люди, миллионеры, да, они все скажут, скорее всего, что важна команда. По крайней мере, в настоящее время. Возможно, раньше это было не столько важно, да, но теперь в современном мире, когда все так быстро меняется, конкуренция очень жесткая, одному очень трудно. Поэтому команда очень важна. Я вообще очень рад, да, что мне повезло, что у меня сейчас в моей организации есть единомышленники, да, то есть у меня сформировалась команда из людей, которым я доверяю. Вот. Очень такие светлые, хорошие люди, все целеустремленные, очень помогают мне, я им помогаю, да, тоже всячески. То есть такой обмен происходит равноценный между нами. И я очень рад в настоящее время. Вообще каждый человек стремится иметь что-то свое, да, не каждый, но многие люди хотят, да. Вот. Я думаю, это правильно, то есть развитие малого среднего бизнеса – это очень хорошо. То есть это будет развитие города, республики, страны в целом, да, мир будет развиваться. Вот. Поэтому, тут вот такой вопрос, да, у кого не получится, да? Мне кажется, любой человек может. То есть, в принципе, даже есть примеры же людей вообще без рук, без ног. Вот Ник Вуйчич. У него ни рук, ни ног нету. Он сейчас миллиардер, миллионер, да, известный человек, бизнес-спикер, у него много бизнесов. То есть это вот такой пример того, что действительно может каждый. Самое главное, нужно действовать, не сдаваться. Если даже что-то не получается, чуть-чуть остановиться, подумать, найти другой путь и идти дальше. То есть никогда руки опускать не нужно. То есть никакой проигрыш не фатален, да. Главное найти в себе силы, найти мужество и идти дальше. Вот, я считаю, это самое главное.
Дождь вообще нереально. Погода нелетная. Обязательно надо руки обработать. Так. Здорово, ничего себе у тебя тема. Так, сейчас тогда что? Потренируемся, да? Да. Всем привет, меня зовут Филипп, я руководитель боксерского клуба «Панчер» и по совместительству являюсь тренером Нюргуна. Нюргуна я знаю очень давно, очень хороший, отзывчивый и старательный спортсмен. С ним мы проходили немало соревнований, готовились к различным выступлениям на чемпионатах республики по ММА, различных соревнованиях по боксу. И сейчас Нюргун занимается исключительно для себя, поддерживает свою форму, чтобы быть в тонусе. Что там у тебя, когда бой следующий? Ну, планируется 29-го в Албании. Ну, там все от пандемии все зависит, еще до как. Штрафы, если разрешить до этого. А так, все равно, как бы фокус не теряют. Ну, всегда готовым надо быть, да? Но, В любой момент. ну и нюанс то, что надо быть всегда в форме, за едой слежу, не разжираюсь. А ты в какой весовой? 61, это промежуточный, а так, если титульный будет 59. О, много гоняет, да, получается? Ну, вот, чистый 70, если, если так нормально кушать. Так, Где-то 10 килограмм, короче. ну так, стабильно 65, короче, вес. 65 это до, а после там 63. Василий Васильевич, многократный чемпион мира по кикбоксингу, ветеран кикбоксинга, заслуженный мастер спорта, да? Да. Работа, политика. Все вместе. Жизнь нелегкая. Иногда вера, когда человек тренируется, он себе уверен, а работа тренирует. Везде уверен. Потому что внутри все горит, поэтому работа не Destiny shit, I'm from the Midwest. I stopped drinking so I could start policing the block. Now I just cop smoke like pig breath. Pox solar come out if I died a big death.
best shoe connoisseur. Who's finding your bitch and my bitch? It don't matter cause you with my ex. The name of my ex inked on you. To me, homie, she extinct like a dinosaur. You could probably find me spooning with a dime, looking like Lucy Lewis, something to my broom, looking like a huge China drawer. I'm a motherfucking walking hazard. Find me in the body and department when y'all rhyming. If y'all don't at least remind me your prodigy partner, y'all can have it. I man up, lifted the can up, killed the killer who ran up scared. When I was 8, my daddy yelped down the basement steps. You only gotta listen to me and the man upstairs, huh? Cause I'm in motherfucking beast mode. С Нюргуном мы знакомы где-то с 2014, так 2015 года, может даже чуть раньше. Со времен, когда еще Нюргун сам много фанател, тренировался. Вот в те времена он занимался кикбоксом, активно выступал, боксировал. С тех времен мы с ним знакомы. Затем в 2019 год я начал работать здесь, в спортивном клубе «Панчер». Нюргун увидел объявление, и вот он, когда бросил тренировки, где-то чуть пропал, он полностью в работу ушел, я его уже не видел. И вот он, получается, увидел объявление, сразу записался ко мне на индивидуальные тренировки. Здесь мы с ним увиделись, встретились, обрадовались друг другу. Так и начали вместе вот до сегодняшнего дня. Периодически, можно сказать, постоянно тренируемся вместе. Я ему помогаю на различных соревнованиях, он для себя выступает, там, по ушу саньда, по панкратиону, по ММА. Где-то вот на таких соревнованиях, на республиканских, он себя пробует. И на всех этих соревнованиях я его стараюсь всегда поддерживать, помогать, чем могу. Поэтому берем все пример с Нюргуна Васильевича. Человек, который активно работает во всех сферах, не только в своей, везде успевает. Поэтому желаю всем иметь такую же большую мотивацию, приходите тренироваться, в том числе приходите тренироваться ко мне в спортивный клуб «Панчер». Country boys pulling up with some big fat wheels on the truck and a pretty fine thing in the front with a big 12 gauge for the bucks. Hey, them country boys pulling up with some big fat wheels on the truck and a pretty fine thing in the front with a big 12 gauge for the bucks. Hey, them country boys pulling up with some big fat wheels on the truck and a pretty fine. Да, я думаю, что я себя нашел в этой жизни, да, вот. Но я все равно, как бы, нахожусь все равно в поиске, то есть вся жизнь это поиск. Все равно то что-то будет появляться новое, какие-то горизонты будут открываться, да, и подход будет меняться. То есть нельзя, я думаю, что вот упираться как-то в одну точку, да, и бить туда, да, постоянно. То есть если там не получается, надо все равно какие-то обходные пути находить, новые цели открывать, да, для себя. При необходимости сменить направление, да, тоже. Но это важно, особенно в бизнесе. Вот. Ну, найти себя, да, я, в принципе, у меня есть семья, у меня любимая жена, любимый сын, у меня есть свое дело, вот, есть друзья верные, да, ну, считаю, что еще нужно, да, то есть для жизни. В принципе, я считаю, что вот я себя нашел, я не говорю, что я там состоялся уже, да, развиваться все равно нужно, но пока я себя не чувствую каким-то потерянным, что я на распутье стою, да, то есть я считаю, что я сейчас в настоящее время нахожусь на своем месте, как мне вот положено, да, судьбой. Вот, и я считаю, что я нахожусь в своем месте. А как вы думаете, важно ли учиться? Как вы относитесь к чтению книг? Я считаю, что учиться нужно постоянно. То есть нужно повышать свои навыки. То есть есть такое выражение, есть такой автор Стивен Кови. Он написал книгу «7 навыков высокоэффективных людей». Там один из навыков – это точить пилу. То есть, например, если вы пилите дерево, толстое большое дерево, да, тупой пилой, вы будете пилить ее очень долго. Возможно, даже не допилите. Поэтому необходимо всегда точить пилу и пилить дерево острой пилой. То есть в данном случае ум должен быть острый. Для этого необходимы знания, необходимо читать книги обязательно. Точить пилу значит учиться. Да. Ага. Назовите 3 ваши любимые книги. Так, ну я назвал уже одну из них. Это Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Также
книга мне очень понравилась Джон Кеха. Это «Разум может все». И третья книга. Вот. Ну, наверное, Максима Батырева «45 татуировок менеджера». Ну, все книги такие, конечно, по управлению, по бизнесу. На самом деле мне художественная литература тоже нравится. Я в школе тоже достаточно много читал. Вот. Ну, раньше очень много было увлечений, да, начиная там с музыки, заканчивая какими-то конструированием, там, да. Вот. Я раньше очень... Вот. Сейчас, например, из тех хобби, например, раньше я занимался музыкой, да, там у меня была рэп-группа, мы занимались, вот, выступали, гастролировали по Якутии, даже вот в российские города ездили, да, несколько раз. Вот. Также у меня спорт всегда рядом со мной. Я с самого детства, там, с 6 лет занимаюсь спортом, да. Ну, конечно, были перерывы, да, но сейчас стараюсь беспрерывно заниматься спортом. Но сейчас уже больше для себя физкультурой. То есть чисто для поддержания тонуса, да. Вот. Ну, до недавнего времени я занимался, выступал на соревнованиях, на республиканских, да, вот. Вот. И единоборствами занимался, кикбоксингом. Сейчас вот, в последнее время занимался смешанными единоборствами, да. Играю на гитаре, вот. Пишу стихи, иногда вот песни пишу, да. Рэп также могу, такое что-то бардовое там, да, писать для себя. Ну и увлекаюсь очень сильно, ну, вот такими. Очень нравится маркетинг, реклама, все, что связано с бизнесом, да. Экстремальные виды спорта, какие-то экстремальный отдых сейчас начал нравиться тоже в последнее время. Вот, пинбол, страйкбол, вот. Также рыбалка, стараюсь ежегодно рыбачить и на охоту езжу. Стабильно раз в год езжу на охоту, иногда 2 раза в год, весной и осенью. Ну, обычно весной езжу, вот майские праздники, да, там, ну, после майских праздников, то есть, когда уже открывается разрешение, появляется, я езжу на охоту. Вот. Но я больше как бы не люблю там животных убивать, там, да, как-то вот, я больше, мне нравится сам процесс. Я обычно приезжаю, я там как-то такой костровой, мне нравится процесс, ходить, гулять в лесу, больше такое. Как бы я таким ярым охотником, ну, не являюсь там прямо. Вы занимаетесь общественной деятельностью? И для чего вы это делаете, если занимаетесь? Да, я занимаюсь общественной деятельностью, я являюсь председателем комиссии по развитию предпринимательства и туризма молодежной палаты при Якутской городской думе. Также я являюсь председателем Совета молодежи Октябрьского округа. Занимаюсь этим я, потому что мне это нравится. Мне нравится помогать людям, нравится чувствовать себя полезным для кого-то, да, и хочется менять мир вокруг себя. И я увидел для себя направление, то есть, ну, я сам являюсь предпринимателем, считаю, что я в этом неплохо разбираюсь, в бизнес-вопросах, и поэтому я хочу помочь таким же предпринимателям, начинающим, чтобы они как раз не проходили такой путь, как я, да, там, на постоянных ошибках, да, чтобы им было легче. Почему? Потому что мы, предприниматели, мы оказываем услуги, предоставляем товары, да, определенные для людей, и тем самым мы улучшаем, упрощаем жизнь людей. И если предприниматели будут качественно предоставлять услуги, да, то есть они будут уметь заниматься бизнесом успешно, соответственно, изменится качество жизни граждан, изменится облик города, то есть в целом республика станет лучше. И даже я считаю, что мы можем изменить страну, то есть малый и средний бизнес очень важен для России в целом. Да, согласен. Да, когда был ребенком, я помню, почему-то я хотел быть президентом. Я говорю, короче, у меня мама спрашивала там с папой, кем хочешь быть? Я говорю, я хочу быть Николаевым. Ну, в то время Михаил Ефимович, первый президент Николаев был. Я говорю, я хочу быть Николаевым. Вот. Ну, в каком-то роде сейчас я таким стал все равно руководителем, да? Таким маленьким президентом в своей компании, грубо говоря. Вот. То есть как-то все равно цели, мечты там потихоньку сбываются. Кстати, я сейчас вот скажу, раньше очень много мечтал.
визуализировал, перед сном ложился, да, и смотрел, ну, то есть видел такие сны, там, представлял, что я такой стал, да, там, у меня это появилось, там, да, и реально все мечты воплощались, то есть нужно верить, видимо, визуализировать, а потом, когда вырос, да, ну, вообще, видимо, любой человек, вырастая, теряет способность мечтать, вот, очень сложно мечтать становится, ты такой становишься уже, такой реалист, да, типа в облаках витать там не витаешь, типа, да, уже все, конкретная жизнь, особенно, наверное, это вот у служащих такое, да, кто в текучке постоянно такой, в бюджетной сфере работает, да, то есть, вот. И я считаю, вот я сейчас пытаюсь мечтать тоже, себя как-то вот, но очень трудно сейчас мечтать, как-то вот когда ты ребенком был, прям, ну, вообще когда ты ребенок, очень круто, прям это... Мир такой большой, кажется. Ты такой целеустремленный, да? Свои цели любым путем достигаешь, да? То есть там слезами, там как-то у мамы что-то выпросить, да? Вот, то есть вот надо вот это сохранять, мне кажется, такую детскую вот эту чуть-чуть напористость, вот целеустремленность детскую и мечтать именно. Способность мечтать, она важна. Потому что все-таки мысли материальны. Я вот в это верю. В первую очередь, конечно, я бы постарался сделать все для того, чтобы наша республика, да, город Якутск, районы все, да, они развивались. То есть я бы начал именно менять не кардинально, вот, да, там что-то, изменения такие вносить, постепенно. То есть нужно больше работать с детьми, с подрастающим поколением, с молодежью, да, прививать им такие как бы ценности правильные, да, сферу образования бы, да, тоже я бы немножко улучшил, да, то есть, потому что сейчас на самом деле, ну, если так честно говорить, да, образование наше, конечно, оставляет желать лучшего, то есть это больше места для социализации, да, то есть ребенок, он идет, больше социализируется, а таких прям крутых навыков он, к сожалению, не получает, ну, не во всех школах. Вот, то есть необходимо больше частных школ каких-то, да, видимо, ну, давать возможность предпринимателям развиваться, малый, средний бизнес, потому что именно они могут это создавать, да. Ну, очень много моментов. Развивать туризм здесь, да, чтобы о Якутии больше знали, чтобы сюда хотели приезжать, вот. Чтобы отсюда не уезжали люди вообще. Потому что вот беда-то в чем, что отсюда все уезжают, все такие эффективные, умные люди, они уезжают. Почему? Потому что видят там как-то перспективу. То есть нужно создавать здесь условия, чтобы здесь было перспективнее у нас на родине. И никто, чтобы не уезжал. Ну, развивать и такую, нужно креативную экономику развивать у нас в республике. IT-сферу, да, тоже. Ну, много на самом деле моментов. В принципе, это все и делается потихоньку, да. Я не говорю, что там сейчас что-то плохо, да. На самом деле потихоньку все развивается, меняется. И, например, вспомнить 10-15 лет назад у нас даже тротуаров не было там, да. А до этого в 90-е вообще разруха была же. Вот если вот так вот сравнить, сейчас намного лучше. В принципе, сейчас и возможности есть у молодежи. Поэтому считаю, республика наша развивается, и это очень хорошо. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Если да, то для чего? Да, я занимаюсь благотворительностью. Ну, опять же, повторюсь, скажу, что мне нравится помогать людям. Опять же, это все взаимосвязано. И у нас в городе, в республике много людей, которым нужна помощь. И если действительно человеку нужна помощь, реально, я хочу помочь, чем возможно. Вот, например, сейчас мы едем в детский дом. Ну, то есть не детский дом, а школа-интернат номер 28. Я ей постоянно помогаю, периодически, да, то есть вот. И сейчас едем как раз, будем вручать детям подарки, там спортивный инвентарь. Но сейчас в связи с ковид-обстановкой, к сожалению, нас туда не пустят, наверное. Вот, поэтому мы просто передадим инвентарь и все. Здравствуйте, вот привезли подарки вам. О, как детям. здорово! Спасибо большое.
У нас сейчас идет последний звонок в школе, поэтому дети сейчас принять не могут, во-первых. Во-вторых, им нельзя, да, ну, в связи с ковидом, им встречаться с вами нельзя. Поэтому я у вас принимаю эти шикарные подарки для них и выражаю вам свою благодарность от имени выпускников школы. Спасибо. Спасибо, очень рад помочь вам. Ну, в первую очередь, я считаю, необходимо, вот я до этого сказал, мечтать. Цель это что? То есть, есть, наверное, у человека какая-то мечта. Это нечто большее, чем цель. А целей может быть много. Эти цели, они предназначены для того, чтобы воплотить мечту в реальность. Вот есть такой инструмент планирования, да, достижения цели, административная шкала называется. Но я сейчас не буду сильно про нее рассказывать, это будет чуть-чуть скучно, но это очень такой инструмент хороший. Там прямо расписывается цель, то есть нужно все расписывать. Визуализировать, вот там многие коллаж делают, да, вот, ну тоже неплохо. Короче, нужно расписывать цели, планы, программы и идти к ним. То есть это, вот у нас, например, в компании, да, мы делаем стратегическую сессию. В начале года собираемся, там, садимся командой и на год вперед планируем. И ставим цели себе до конца года, там, мы должны достичь того-то, того-то, да, и планируем потихоньку. И постепенно в течение года стараемся прийти к своей цели. Что для вас важнее, путь или результат? Хороший вопрос, спасибо, да. Ну, для меня важнее результат. Почему? Потому что если, например, ты идешь к своей цели, к своей мечте, ты же должен получить результат, ты должен добиться этой цели, да? Ты должен прийти к своей мечте. Соответственно, результат очень важен, и, соответственно, если ты идешь к своей цели, к своему результату, соответственно, путь будет очень, возможно, трудный, но зато результативный. Соответственно, я считаю, главное – результат. Ну, во-первых, Роберт, благодарю, да, что снимаете такой ролик, да, вообще. Очень полезное дело. Надеюсь, что много людей увидит, да, надеюсь, что это будет полезно, как-то кому-то, да, заинтересует кого-то вообще данный ролик, данный фильм, да. Ну и хочется пожелать, опять же, всем зрителям, всем жителям Якутии, России, да, мечтать, то есть, вот как я говорил уже, да, в интервью, не терять способность мечтать, мечтайте, ставьте цели, добивайтесь их и приносите этим самым пользу. То есть ставьте цели полезные, правильные, чтобы они приносили пользу не только вам, да, а вашему окружению, то есть окружающему миру, может быть, да, людям. То есть вот в этом же и заключается, в принципе, я думаю, смысл вообще, да, жизни. То есть если бы все люди были целеустремленные, ставили правильные цели, планировали, достигали, да, своих целей, мечт, мир бы намного лучше был, я считаю. Поэтому все есть в нас, да, мы должны быть сами причиной всему. Вот, поэтому еще раз желаю достигать своих целей, мечтать и приносить пользу.